Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, мои дорогие подписчики. Всех вас сердечно благодарю за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня посмотрим на мужчину женатого и узнаем, а правду ли он вам говорит? А что на самом деле происходит у него там, с женой? Да, что происходит за закрытыми дверьми? Что там в теремочке творится? Если тема важна, актуальна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его. Если знаете его супругу, и ее представьте. Спросите у них обоих, а что же у них там в теремке творится? Что между ними происходит? Ну и мужчину тоже обязательно спросите, насколько он честен с вами, насколько он процентов вам правду говорит. Я думаю, что все уже настроились, все уже загадали. Убираю назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть ой, мужик вышел, как птичка в клетке. Плачет, плачет, девочки, плачет. Он плачет, слезы у него кровавые. Говорит ли он вам правду? Нет, он вам не говорит правду. Но не потому, что он вам врет, а потому, что он от вас скрывает. Правда ужасная. Правда – это хоррор. Фильмы ужасов просто отдыхают. Вот то, что происходит на самом деле. Боже, как же ему тяжело, как же ему плохо, невмоготу. Знаете, душа плачет, навзрыд прям плачет, как загнанный зверь он там себя чувствует. Условия, конечно, там, Боже мой, спаси и сохрани. Да. А вы знаете, а вот он под магией живет. На нем такая страшная магия. Вот эта женщина, кто с ним живет, она, извините, с придурью. И я буду говорить как есть. Я не буду подбирать слов. Это ни к чему хорошему не приводит. Смотрите, эта женщина, она вот прям и замуж за него пошла, потому что она его к себе примагичила. Она увидела парня, хорошего, перспективного, без каких-то там злостных привычек, да, и такая думает, хорош парнишка, а ну-ка давай ко мне в сети. И она на него и сети, и капканы, и селки, и что только она не делала. И таки загнала, как дикого зверя травила, пока в ловушку не загнала. Она для профилактики, понимаете, вот насколько это страшно. Не потому, что он там гуляет, направо-налево смотрит. Простите его, да. Не все слова, наверное, можно говорить на ютубе, да. Она для профилактики, на него постоянно. У нее прям уже, как, знаете, как по графику идет, да. В какие-то определенные дни она ему добавочку, она тебе добавочку, она тебе надо. А это же токсично, она же его убивает. Она этого не понимает. Не понимает. Она говорит, живу спокойно. То, что произошло между вами, так это судьба. Вы ему женщина по судьбе, а он вам мужчина по судьбе. Вот как когда судьбу перебивают. Она вам перебила, она украла чужое. Сейчас вы себя чувствуете неудобно. Вы думаете, ой, я его любовница, ой-ой-ой, там ворованное счастье, 5-10. Девчонки, ересь это все. Это он ваш мужчина по судьбе, а вы его женщина. Украла она. Воровка она. Она преступница, она шельма, понимаете? Ее, вот в оправдании, что я могу единственно сказать, что ее научили. Может быть, там мамашка какая-нибудь, да, типа, нам мужичка надо такого, чтобы там порядочный, там семейный. Может быть, там бабулька какая-нибудь такая же, знаете, прожженная. Ее научили. По научению людей она вот это зло творит. Но это не снимает с нее никакой ответственности. Никакой абсолютно.
Она загубила жизнь этому человеку. Она загубила и вашу жизнь, потому что вы должны были быть вместе. Вы должны были быть вместе. Вы должны были быть мужем и женой, жить долгую счастливую жизнь вместе. А не вот так по закоулкам прятаться, да, и стрематься от каждого там шороха. Это ваше счастье. Она его украла. Украла, так еще смотрите, как вредит. Вредит, уничтожает мужика. Девчонки, у него сейчас все очень плохо. Вот эта магия, я всегда говорю, что ничего хорошего она не несет. И ни одного человека магия счастливым не сделала. Ну вот нет и все. Нет и все. Вот правда. Она не только перебила ему его личное счастье с вами, но она еще и перебила ему будущее. Будущее, которого он теперь не увидит, пока на нем эта страшная магия. У него вообще судьба была с вами где-то в другом месте жить. И еще у него судьба с вами была что-то вместе делать, создавать, какой-то креатив. Не знаю, что-то вот такое делать, эксклюзивное, штучное, то, что радует и восхищает людей. Вот чем-то таким вы должны были вместе заниматься. Вы не только идете как муж с женой, да, вот по судьбе, вы еще и идете как партнеры, люди, которые друг друга и поддерживают, и дополняют. Вот она это все перебила. У мужчины по здоровью сейчас проблемы, по деньгам у него проблемы, по психике у него проблемы. И вообще он, знаете, как кукла тряпичная становится. Чем дальше, тем будет хуже. Есть ли возможность бороться с этой женщиной? Но это даже не возможность, это ваша, как говорится, святая обязанность. Во-первых, за свое боретесь. Во-вторых, со злом надо бороться. А как по-другому? Зло нельзя прощать. Мимо зла проходить нельзя. Нет. Ни в коем случае. Я вам посоветую либо к специалисту обратиться, либо доставайте псалтырь. Поверьте, магия псалтыря – это самая лучшая магия. Во-первых, она очень справедливая, а во-вторых, она неотвратимая. Ну, просто неотвратимая. Потому что это та магия, которую подарил нам Создатель. Кому будет интересно, пишите в комментариях. Я напишу вам, либо сообщу в следующем видео, либо под комментариями оставлю, кому интересно, какие псалмы, в каком порядке, в какие дни надо читать. Я вижу, что у вас получится, если вы озаботитесь этим вопросом. Если вы говорите, что ой, неохота мне с этим связываться, не хочу, не буду, вы имеете право. У вас украли счастье, у вас украли вашего мужчину по судьбе, вам положен другой. Да, потому что у вас украли. Вы же не можете одна навсегда остаться. Новый мужик будет, я его вижу, там он уже, видите, у вас в пороге топчется. Вот. Но если хотите конкретного этого, пишите в комментариях, что да, я хочу. Оля, напиши псалом. Я вам напишу, закреплю вам комментарий мой, там, где все это распишу для вас. Да, давно таких отсыпок не было. Это просто жесть какая-то. Так, кому интересно про нового мужика? Он топчется у вас. Неплохой мужчинка, неплохой, конечно, не этот, но тоже со своим изюмом. Он уже где-то вас ищет, понимаете? Вот так ходит по городу, да, по улицам ходит, так и периодически там то направо, то налево. А где же она моя любимочка, где же она моя избранница, будущая жена? Вот у него уже так, как по ощущениям уже его пробивают, что он чувствует, что где-то вы есть, где-то вы находитесь. А вы бы тоже могли почувствовать. У вас, кстати, очень хорошая интуиция, но вы видите, как вы поглощены этим вот женатым мужчиной. Вас судьба к нему зовет. Да, потому что он ваш по судьбе. Смотрите, я так вам скажу. Если вы с новым сойдетесь, этого забудете, вот этот, худо-бедно еще сколько-то лет проживет, но загнется. Она его доведет до могилы 100%. До могилы доведет. А, кстати, вот еще о птичках. Тут еще может быть такой момент, что ребенок, которого он считает своим, на самом деле не его. Вообще не его. Да, то есть как еще чужого ребенка может воспитывать. Оно все скроется, оно все откроется, но это все будет бить его.
его будет бить. Не ее, а его. Что касается ее, но если будете на нее псалмы читать, ну, порвет ее на британский флаг. Да? Порвет ее со временем. То зло, которое она творила, умножится, и на нее перейдет. Ну, как бы собаке собачья смерть. Вот. А мужика, конечно, жалко. Он у вас покалеченным останется, как с инвалидностью будет. То есть тут уже до конца с него магию не убрать. Слишком долго он под ней жил. То есть мужчина, но как несостоятельный будет, да, у него начнут так всякие болячки вылазить, проблемы, ну, то есть как будете его выхаживать. Вот. А если вы, в принципе, ничего не делаете, его оставляете, ну, он недолго не протянет, она его просто, ну, как выпьет, да, заживо выпьет, и вот эту шкурочку, оболочку куда-нибудь выкинет. Но все равно ее покарают, рано или поздно до нее доберутся. Высшие силы, они справедливы, они все видят, они все знают. И если сейчас вот кто-то задает вопрос, почему высшие силы это допускают, но это такая мудрость высших сил, которая нам, людям, недоступна. Чем хуже человек, чем он скотинистей, тем больше ему дается времени и возможности на то, чтобы осознать и искупить свою вину. Ну, как раскаяться, да? Помним, да, как на кресте два преступника. Один раскаялся, получил Царствие Небесное, а второй, ну, в ад пошел, да, кто не раскаялся. Вот по такому принципу это и работает. Вы, наверное, тоже замечали, да, очень много плохих людей живут, там горе себе не знают до определенного момента. Ну, а потом трах-бах и получите по заслугам. Вот, дают время на то, чтобы раскаяться, на то, чтобы искупиться. И если, я уже говорила, да, на каком-то гадании, не помню, может, даже на кофе говорила, и если Бог желает действительно наказать человека при жизни, Он лишает его разума. Когда человек, ну, с деменцией, да, там, лишился разума, он уже никогда не сможет осознать свои грехи и никогда не сможет раскаяться. Там уже сразу в ад. Да, такое тоже иногда бывает. Так, девочки, ну я надеюсь, я все вам рассказала, объяснила, как оно все будет. Думайте, решайте сами. Здесь ситуация очень сложная. Мне очень жаль, что вы с вот таким злом в своей жизни столкнулись, с таким ужасным воровством столкнулись. Но поверьте, вы здесь жертва. Ну, а жертву, как говорится, награждают. Награждают за потери, за унижение, за боль. Награда у вас однозначно будет. Да, либо с другим мужчиной, либо вы этого все-таки себе назад вернете. Но тут единственное, что мужичонок немножечко больной будет. Больной, да, не в состоянии будет. Но тем не менее, кто на что гораздо, девочки. Тут вас я предупредила, дальше решайте сами. Очень, конечно, жаль, но видите, как раньше, да, если бы намного раньше на это все обратить внимание, и если бы некоторые люди все-таки были более осознанные и не такие самовлюбленные, то, наверное, такого бы зла и не было. Так, мои хорошие, на этом все. Жду ваши комментарии. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.